Хайрлы кеш, добрый вечер. С вами Ельмеди и я Гульжан Ергалиева. Сегодня мы предлагаем послушать беседу с интересными собеседниками, гражданскими активистами, правозащитниками и известными общественными деятелями. Это Альнур Ильяшев, гость, и из Атырау Макс Бокаев. Оба они в свое время были осуждены Назарбаевским режимом. Макс в 2016 году на 5 лет после волны земельных митингов, Альнур к 3 годам ограничения свободы в 2020 году за критику партии Нур-Отан. Сегодня они продолжают свою деятельность, каждый в своем направлении. Макса Бокаева в Атырау неоднократно выбирали лидером больших митингов, протестов. Альнур Ильяшев сейчас ведет судебный спор с правительством РК о том, что выбор места под строительство АЭС на Балхаше является опасным для жизни и здоровья проживающих здесь людей. Ребята, спасибо, что пришли к нам в студию на Ельмедиа. Очень рада вас видеть. Надеюсь, что настроение у нас рабочее. И хотелось бы начать наш разговор не только от тех моментах, которые сейчас привлекают внимание многих, да, как у вас, активных деятелей, мне хотелось бы узнать непосредственно, как говорится, из первых уст о тех настроениях, которые накопились в нашей стране. Если коротко говорить, то есть ли такая угроза, как мы говорим, новых народных волнений, которые мы пережили только 3 года тому назад. И я думаю, что вам виднее, потому что вы ежедневно работаете именно с нашим, как говорят, электоратом. Сначала давайте обратимся к Атырау, потому что здесь есть последние интересные новости. Где здесь сосредоточены, как мы знаем, 2 главные нефтяные компании. Это «Шеврон» и «Кашаган». И в начале августа иностранные компании на Кашагане выиграли суд против Казахстана по иску о нарушении экологического законодательства на сумму 2,3 триллиона тенге. А в прошлом году мы опять проиграли компаниям на Кашагане по иску на 150 миллиардов долларов за то, что они нарушали правила контрактов. А на этой неделе выяснилось из местной газеты, что кашаганцы, то есть акционеры, получили прибыль в 2 миллиарда долларов, а Казахстан всего выиграл 650 миллионов получил. Это считается самый низкий доход в мире среди нефтедобывающих стран. И что это такое? Как, Макс, такая ситуация сейчас отражается там у вас в области, среди людей? Получается, что просто с нами, никак с народом, никак с государством не считается зарубежные компании. Гульжан Хамидовна, хайрлы кеш. Добрый вечер всей вашей аудитории. Рахмет, что пригласили. Я здесь по приглашению Гульжан Хамидовны и Ельмедиа. Если конкретно по вопросу говорить, отвечать, то сейчас очень много судов, в том числе и про тот, о котором вы упомянули. Там сумма действительно громадная. Предъявили, консорциуму NCOC, который разрабатывает месторождение Кашаган, предъявили, обвинение в том, что они хранили серу ненадлежащим образом. Буквально пару-тройку недель назад в Астане консорциум выиграл этот суд. Они доказали, что сера хранилась в полном соответствии с законодательством Казахстана. И таким образом они не будут выплачивать эту сумму, действительно огромную сумму. Я просто хочу напомнить, примерно в 2008-2009 году такое же обвинение было выдвинуто против компании ТШО, которая разрабатывает тенгизское месторождение. Тогда по тем временам 37-38 миллиардов тенге, я не помню сколько это в долларах, удалось получить с Тенгиза. И в то время... Удалось, да, тогда. Да. И на эти деньги, в частности, получилось построить около 5-6 мостов в городе Атырау. Да. Сейчас благодаря этим мостам, в принципе, транспортная ситуация у нас более или менее в норме. А до этого было только 2 моста автомобильных. А сейчас не получилось. И в то время еще разница в чем? В то время деньги, полученные за нарушение какого-либо экологического законодательства, поступали в областной бюджет. А сейчас все эти деньги уходят в республиканский бюджет. И, конечно, я так думаю, что даже если бы они ушли в республиканский бюджет, эти деньги в данный момент не помешали бы. Но была утечка,
якобы NCOC, консорциум NCOC, я напомню, туда входят, по-моему, 6 компаний, крупные компании, такие как Exxon, такие как Total, как Shell, они предложили Казахстану инвестиции в размере 110 миллионов долларов в какие-то социальные проекты. И все. Да, вот и за отказ от этого иска, это якобы это где-то там за закрытыми дверями был такой разговор. Опять взятки. Да, и опять же я хочу напомнить, что уже у нас такой финт, так сказать, эти нефтяные компании уже делали в 2017-2016 году, они перечислили для поддержки Экспо, Астана Экспо, 50 миллионов долларов, и Казахстан отказался от, как раз та же самая компания, NCOC, они, консорциум, вернее, перечислили 50 миллионов, и Казахстан отказался от предъявленных ранее каких-то там претензий на сумму около 700 миллионов долларов. Ой. И таким образом 650, тут как Да. в интернете писали, примерно 650 миллионов просто им простили. Вот. Я думаю, что такие огромные деньги и тогда, и сейчас были бы, кстати, для нашего похудевшего бюджета вечно дефицитного. Вот. Ну, что сказать, вообще говоря, вот вы упомянули еще несколько этих судебных каких-то дел, которые рассматриваются в арбитражах там, в нашей стране, за рубежом. В 2023 году была информация, что казахское правительство предъявило, значит, тоже какие-то претензии, значит, тому же самому NCOC и КПО, это организация, которая добывает газ в Западно-Казахстанской области, крупнейшее месторождение Карачаганакское. Вот. Там, значит, цифры были 13 миллиардов примерно к NCOC и примерно 4 миллиарда КПО. Вот. Пока неизвестно, чем это закончилось. Вот. Потом появилась информация, как всегда мы все это узнаем, кстати говоря, конечно, да. из каких-то Последнюю зарубежных источников. Да. Есть консорциум независимых журналистов-расследователей, они сообщили, что в этом году уже сообщили, что Казахстан хочет вообще пересмотреть контракт по NCOC, по Кашагану. Вот. Если, допустим, предыдущие эти все дела, это, ну, как бы технические вопросы, ну, условно говоря, там неправильно пересчитали плотность нефти, плотность газа, там неправильно где-то налог оплатили, там, и так далее. Ну, технические такие вопросы в рамках действующего контракта. А сейчас якобы казахстанское правительство через ТО PSA, который возглавляет племянник Токаева, хотят вообще пересмотреть контракт по Кашагану. Вот. Есть такая Нет, но в нашу пользу. Вообще говоря, непонятно. То есть опять это в закрытом режиме Все проходит? в закрытом режиме. Мы только это узнаем благодаря вот международным журналистам, расследователям. Вот. У нас, ну что говорить, если у нас даже эти контракты по всем 3 крупнейшим проектам, это Карачаганак, Кашаган и Тингис, они до сих пор закрыты. Вот, это еще при Назарбаеве подписано. Это и я со своими коллегами, когда я участвовал в коалиции «Нефтяные доходы под контроль общества», мы пытались около 10 лет назад раскрыть эти контракты, не получилось. После нас требовали раскрытия этих контрактов. И вот когда меня судили в 2016 году, мои адвокаты обратились по моей просьбе тоже в министерство, чтобы они раскрыли контракты. А смысл был такой, что если будут землю отдавать в аренду иностранцам, мы хотели показать, да, что эти контракты, скорее всего, по аренде земли тоже будут закрытыми. Вот. Ну, какая разница, надо земля или недра. Вот. И, кстати говоря, вот я взял, чтобы перечитать вот книгу Перчика, Александр Ильич Перчик, это корифей юриспруденции, именно вот, знаток прав по недропользованию. Вот. И вот он говорил, что какой бы контракт ни был, да, вот есть возможность, когда и недропользователь, и государство, владелец недр, получает прибыль. Вот, та ситуация, которая называется win-win, да, то есть да, обе стороны могут, как говорится, получить с этого какие-то хорошие какие-то профиты. Вот. Но у нас, как мы знаем, вот Тингис, да, вот поначалу-то по ТШО-то там было 50/50, вот, по большому счету, вот это и есть тот самый win-win, да? Вот, но потом по каким-то непонятным причинам, опять же, нам это никто не рассказал, продали 25%, и на данный момент у Казахстана только 25%. Вот, ну, вот, в Карачаганаке вообще у нас не было доли. Потом мы, как говорится, шакалили. Вот знаете, вот картинки из
канал Animal Planet, когда там Мгм. гиены там заваливают буйвола, а потом приходит лев и отнимает у них, да, вот у гиен, у шакала. Потом они бегают вокруг и пытаются урвать хоть какой-то. Вот у нас примерно такая ситуация. Да. Вот, сидели на Золотой горе, кто-то приехал, говорит, вот вам Да. чемоданчик с золотом, идите отсюда, да, куда-нибудь подальше. Подальше. Вот, да, и хорошо еще что-то если осталось. Ну вот так Вот и живем. такая ситуация, Да. действительно. А вот тогда зачем с такой помпой мы, значит, ходили на референдум, голосовали за изменения в Конституции и внесли поправку 6-й, по-моему, статьи о том, что недра и земля принадлежат народу. До этого было государству. Да. Это при Назарбаеве. Мгм. И действительно, они как бы имели право, государство, то есть власть, в закрытом режиме сидеть, договариваться, подписывать эти контракты и ставить, соглашаться на эти условия. Но теперь-то в Конституции говорят, что мы хозяева, Мгм. то есть народ является хозяином. А тогда давайте открывайте, то есть это должны кто знать? Местные маслихаты должны знать, обсуждать, правильно, эти контракты? Еще в каком-то там, я не знаю, варианте. То есть Конституция не исполняется. Если мы хозяева недра земли и самой земли, то почему мы не знаем, как они заключают контракты? Нужна политическая воля. Вот для того, чтобы... Нет, тут даже да, уже про волю да, я не для говорю. того, чтобы... Здесь нужно народу, нужно громкое слово самого народа. Вот должна быть какая-то, я не знаю, какая-то акция или какое-то обращение, какие-то там действия со стороны вашего маслихата. Ну, в маслихате же сидят простые работяги тоже. Нет, Ну, там, что они там молчат? в наших маслихатах сидят есмены, там они поднимают руку, там, как говорится, да, То есть прежние. да, там, как Всё говорится, ясно. может, чуть-чуть омолодились. Ну вот по поводу того, что действительно народ должен сказать свое слово, Да. я полностью с вами согласен. Вот я уже довольно давно, но вот в этом году я несколько раз тоже в интервью говорил, нужно, чтобы вот от прибыли вот этих всех компаний, допустим, то, что находится в АТРО, разрабатывается 10%, чтобы оставалось в АТРО. Вот условно говоря, А сколько сейчас остается, вы знаете? сейчас нет каких-то точных цифр, все уходит Тоже практически в центр. тоже Да, закрыто? да, потом центр распределяет. А. В принципе, конечно, можно, если сейчас покопаться, можно, наверное, какие-то цифры вытащить. Но вот помните, вот 2 года назад какой-то российский миллиардер продал урановое месторождение в Южно-Казахстанской области, там около миллиарда была сумма. Да. Вот почему бы 100 миллионов этих не оставить в Южно-Казахстанской области? Это дотационная область. Это должна да? быть какая-то Вот, общая система опять законодательного да, порядка. это нужно наверное. Ну, это институционализировать, опять закрыто, конечно, да. опять решается только в кабинетах. Да. Народ никакого отношения к нашим недрам и права на их пользование не Ну имеет. вот, пользуясь случаем, я вот своих соотечественников призываю, вот, если, как говорится, вам не безразлична судьба вашего региона, требуйте 10% от всех доходов, добытых в этой области, от природных ресурсов, должны оставаться в этой области. Все, точка. Вот, и всё, и будет нормально. И народ будет доволен. И тогда будет уже не справедлив. будет этих безумных трат на всякие там ЛРТ, там всякие экспо там, Да, и так далее. Да. Вот, уже будут считать Нет, каждую ну, во всяком копейку. случае, у людей будет понятна перспектива, сколько область зарабатывает, сколько они получают, и есть какие-то, так скажем, расчеты, ну, и это хотя бы какая-то справедливость. Хорошо, но если у нас народ молчит, но у нас есть такие активисты, как Альнур Ильяшев, который вот недавно, значит, вы как гражданин Казахстана подавали иск против постановления правительства РК о местоположении будущей АЭС на Балхаше, но проиграли в первой инстанции суд. Что дальше? Есть смысл дальше бороться, если уже там, оказывается, закладка прошла недавно, да? Уже там что-то уже определили место этого строительства. И будет строить Росатом российский. На самом высоком, как говорится, уровне это решено. Есть смысл дальше бороться? Апелляция, например. Или вообще это вы на что надеялись, когда подавали этот иск? Ассалаумалейкум, здравствуйте. Ага. Да, Гульжан Хамитовна, уже апелляция подана. Так. В принципе, процедурно мы идем, все по плану. А почему, прости, пожалуйста, сначала, почему нельзя именно на этом месте строить АЭС? Дело в том, что согласно нормам безопасности МАГАТЭ, Мгм. это Международная организация по Атомной атомной энергии. энергетике, да, при ООН, причем эта Мгм. организация существует, установлено, что отсеивающий критерий при выборе площадки для строительства атомных объектов, ну, в данном случае это атомная электростанция, должно быть на удалении не менее 30 километров от военных объектов. А там у нас какой Сарышаган. Синьяр?
Нет, Капустин-Яр, он вот, Западный. Астраханская область, запускается от Капустина-Яра межконтинентальные баллистические ракеты, Так. где-то, ну, как в официальном ответе они указали мне, Это Запад, 2-3 Запад, я перепутал. Какой полигон? Сарышаган. Сарышаган, да. Да, и вот большой у нас через территорию Казахстана, по вот как раз с Капустина-Яра начиная, пунктиром проходит, и вот завершая Балхашом, Прибалхашем, 5 участков. Самый крупный это вот как раз-таки Прибалхашский, территория Джамбульской и Карагандинской областей. Там А 1000 там чей километров. полигон стоит? Российский или наш? Российский. Российский полигон да. стоит чужой Ну, страны. Да. О, классно. Регулярно там проводятся совместные учения, но вот Россия, согласно данным Минобороны, они мне в ответе указали, где-то в среднем 2-3 раза в год вот подобные запуски делают. Мгм. И Если- там у них помимо падения болванок, да, мишеней, производится еще отработка противоракетной обороны российской. И вот все эти системы, они именно там над этим Вот полем по этой причине полигона. вы, значит, аргументировали то, что нельзя строить именно на этом месте, потому что слишком, ну, то есть не соблюдаются вот эти вот нормы, да? Да, там по некоторым расчетам, ну, видите, суд не отказал в удовлетворении ходатайств, чтобы четкие замеры получить координаты и уже в процессе суда. Уже после этого, к сожалению, ответ я получил. По одним расчетам выходит где-то около 20 километров от этой границы, по каким-то расчетам 10-15 километров. Всего. Ну и еще помимо этого в самом соглашении об аренде этого полигона между Российской Федерацией и Казахстаном прописано, что 10-й пункт, кажется, что стороны предполагают риск падения за пределы этих боевых полей, и, действительно. соответственно, Россия будет ставить вопрос, ну, перед ней будет ставить вопрос о возмещении ущерба. Но они уже сами это предусмотрели, этот риск, в соглашении международном. И в то же Ой-ой-ой. время Вот продолжать атомная станция будущая. Вот, значит, этот стоит Полигон. полигон, между ними 15-20 километров. Здесь пуляют ракеты, они падают, и бабах, есть вероятность упасть прямо на атомную станцию. Не, ну а как это сейчас уже? Это же десятикласснику, пятикласснику понятно. А как это позволяется? И тем более вот эта земля, она еще отдана в аренду России. ежегодно, ну, точнее, у них срок продления регулярного 10 лет, и вот текущий И вот он эта истекает вот точка, где будет в стоять, 30 году. она тоже входит в арендную площадь России, да? Нет, она не входит в Не арендную входит, ну, площадь, рядом. ну, рядом, да. Мгм. Вот именно по этому аргументу вы подавали и проиграли. Что дальше? Теперь есть смысл там что-то делать? Ну, учитывая, что на момент рассмотрения суда, и чем он и мотивировал, да, отказ в удовлетворении иска, то, что якобы еще не определена площадка, что Жамбыльский район это Ага. 18 тысяч квадратных километров. В принципе, по их логике, получается, не именно в Улкенском сельском округе будет производиться стройка, а где-то там, условно, там в Узунагаче, там еще где-то. Хотя Не, ну как, они же вот недавно закладку сделали. И где и сделали? вот это уже было после вынесения решения суда. И сейчас как раз вот этот довод я использую в апелляции, Ага. говорю, потому И что все-таки получается, они туда заложили, где нельзя было, как вы считаете, да? ну, по нормам МАГАТЭ нельзя. Нельзя. Но наше правительство и агентство по атомной энергетике Казахстана, они считают, что можно. То есть есть вероятность того, что хотя бы в законном порядке, с учетом всех норм, предусмотренных международными организациями, эту, так скажем, стройку, но в лучшем случае отодвинуть. Есть такая вероятность? Ну, сколько не ее, потому что, видите, Жамбульский район только единственное место, которое имеет расположение к воде для охлаждения атомной установки. Только эта точка. Только этот Улкенский сельский округ. Все, остальное это предгорье. Полупустыня и этот, ну, условно, степные регионы. Там нету возможности строить подобные объекты. Тогда пусть полигон убирают. Ну, я этот предложил вариант в суде представителям правительства, но они сказали, это не наши полномочия. Не наши полномочия. Нет, ну это, конечно, мы сейчас смеемся, но вообще есть такая надежда, по большому счету, что АЭС, вот сколько они, 20-30 лет его строят, да, ну 15-20 лет, говорят, срок строительства, да, вот, за это время, ну, как-то что-то, наверное, каждый год сейчас что-то меняется. Будем надеяться, что будут пересмотры очень серьезные вот таких вот опрометчивых проектов, которые, значит, возникают только благодаря давлению. Ну, мы же все понимаем, что этот АЭС будет строиться только под давлением. В результате очень сильного давления
который оказывает северный сосед. Ну, у этого другая сторона проблемы. Если в случае с Атырау мы не получаем доходы, то здесь мы будем вынуждены миллиарды долларов платить. Тех денег, которые потенциально, условно, может быть, Да. даже получив с Кашагана, Тенгиза, там, Карачаганака, мы эти деньги будем отдавать Российской Федерации. Вот, пожалуйста. Вот Замкнутый круг. отсюда вот такой вопрос. Вот эти два примера с Кашаганом в Атырау, да, и будущее АЭС на Балхаше показывает, что мы как бы вот действительно не распоряжаемся своими, как говорится, землей и богатством, хотя в Конституции, еще раз напоминаю, четко и ясно написано, что принадлежит это все народу. Вот. В Атырау мы проигрываем все суды, причем скрывают от нас все эти результаты договоренностей, да. Здесь причина, конечно, очевидная, то, что все эти договоры, соглашения, контракты заключались при Назарбаеве, и только с его, конечно, согласия. Какие условия этих контрактов были, мы тоже прекрасно знаем уже. Не на выгодных условиях Казахстана, но, конечно, за определенные откаты, условия, как они вот сейчас 100 миллионов предложили вместо нескольких миллиардов штрафа. Очень красиво, конечно, да? Вот, и поэтому вот как бы что теперь, вот смотрите, получается, новая власть, мы говорим, да, Конституцию поменяли, что-то как-то это должно ознаменоваться какими-то серьезными переменами. Есть ли какая-то возможность вот противостоять диктату чужих государств, которые здесь вот так вот разошлись со своей экономикой, которая, как говорится, работает на эти чужие государства. Сама власть, мы видим, не принимает каких-то мер. Вот, пожалуйста, суд. Человек дал конкретную инициативу, правительство вместо того, чтобы этим воспользоваться, сказать, народ против. Это же великая фраза, да? Нет, они, наоборот, встают на другую сторону. Что нужно делать? Как можно противостоять вот этому диктату экономических интересов чужих стран? Вообще вопрос, конечно, очень сложный, потому что если бы были бы какие-то готовые, тем более простые ответы, то я так думаю, что мы бы просто в этой ситуации не оказались бы. Но, тем не менее, как говорится, не все так печально. Все-таки и Хантар показал, и, в общем-то говоря, все эти прошедшие 30 лет независимости, более 30 лет независимости, конечно, может быть, это не всегда достигали каких-то больших результатов, но тем не менее мы сопротивлялись. Ваше поколение политиков, общественных деятелей, мы сейчас, конечно... Отсидели за это, да. В общественную работу сейчас мало кто из молодых хочет идти, но тем не менее есть и молодые ребята. Готовых рецептов нет, конечно, готовых рецептов нет. Тут сейчас мало того, что мы, как говорится, вот эти 30 лет видим, как разворовывали нашу страну наши же чиновники, мы сейчас видим, что действительно это уже влияние, отрицательное влияние России, уже это, как говорится, тоже заметно. Я буквально сегодня увидел пост одного атырауского активиста, который рассказывает, что на проекте по производству полиэтилена, у нас как раз из кашаганской нефти должны были синтезировать полиэтилен, и там участвует российская компания Сибур, если я не ошибаюсь. И там, опять же, начинается бесконтрольное расходование средств. Почему Кашаган сейчас вызывает тревогу? Потому что на начальном этапе туда были вбуханы огромные инвестиции, и эти инвестиции не контролировались. Покупались, это доказанные факты. Оксикбаев, будучи председателем счетного комитета, как-то он излагал эти цифры, даже примерно лет 10-12 назад. Какая-то спецодежда там стоила, условно говоря, 10 тысяч долларов, когда и красная цена, может быть, $500. И таким образом раздули бюджет. И сейчас эта история повторяется, судя по посту моего земляка, что на этом завод Селена. Это тоже можно, в общем-то, сказать, что это своего рода реакция общества. Конечно, глаз вопиющего в пустыне, но тем не менее. Но все-таки глаз. Да. Конечно, я еще раз скажу, что это вопрос очень сложный, простых ответов нет. По поводу того, что рассказывал Альнур, хочу рассказать, что в середине 70-х годов как раз с Капустиного Яра вылетела ракета, потом она поменяла курс, и вместо того, чтобы где-то на полигоне упасть, она упала в городе Атырау.
Погибло 7-8 человек, прямо это в черте В города. каком году? В 1976 году, по-моему, Это еще примерно. при Да, Советском при Союзе. Советском Союзе. Ну, все да. промолчали Да, тогда. так что там у нас это вполне возможно, что и повторится такая история. Вот конечно, это Нет, ну когда еще да, мало того, еще не атомная желаю, станция. конечно, повторения, но тем не менее вот такие вещи происходили. Атомная станция, Да. да. Ну, у нас имена записаны в Да. истории уже, кто Мгм. решение принимал, кто его продерживал, лоббировал, продвигал, в принципе. То есть вот атомную станцию вы имеете в виду? И атомную станцию, и вот эту позицию, что отрицать, лгать, что якобы в другом месте будет производиться стройка. Поэтому все ходы записаны. Ну, смотрите, ладно, уже ошибки, которые уже были совершены тем режимом, да, мы говорим, там, Назарбаевским, ну, условно его мы называем Старым Казахстаном, чтобы отличать. Вот. Теперь вот смотрите, они же дальше продолжаются, да? Вот, новая власть вроде бы. Вот что нужно, законодательство, там у нас парламент там сидит, да? Как нужно сделать так, чтобы они эти ошибки не повторялись, не то, что не повторялись, они же как бы продолжаются, они не останавливаются. Как можно это остановить? Что необходимо? Я не говорю там про революции, выходить на площадь, это крайняя мера. Но у нас существуют законодательные органы, парламенты, маслихаты, какие-то общественные советы. Так внешне вроде общество работает, и вроде как оно участвует в этих, а что-то, результата нет. Чего не хватает? Почему? Вот такие вот вещи, как строительство АЭС под полигоном, как вот эти вот совершенно безобразные, так скажем, подкупы, которые происходят сейчас вот там на западе Казахстана, мимо народа все эти доходы проходят. Ну, Что, законы в том числе не Конституция. такие? У нас, мы знаем, система политическая, общественная носит характер, да, как Аджемоглу с Робинсоном, экстракционные, да, институты, экстрактивные институты, да. преобладают. У нас да. инклюзии нету, у нас народ не вовлечен в принятие решений. Мгм. И вот в этом контексте мы будем до тех пор, пока либо не повторится Кантар, либо осмысление в окружении произойдет, необходимости не косметических, а реальных преобразований, трансформации политической системы, у нас будет также все это сохраняться, к сожалению. Обреченность какая-то, да? Ну, обреченность с одной, с другой стороны, есть вера, что Кантар он продемонстрировал там вместо газ Елю и Шалкет, в этот раз следующий будет там Лон ПАЭС, там как раз вот касаемо вот этих самых процентов оставления прибыли от добывающих компаний в регионах. Да, в общем, короче, Триггер будет. Триггер должен быть, да, вы считаете? И вот смотрите, есть же вот если Кантар взять, он же был как бы общего такого характера, то есть у людей настолько накипело, и Назарбаев, как его личность, она как бы, олицетворяла все, что накопилось вот это. А вот этой вот какой-то конкретики в Атрау, конкретики в Балхаше, конкретики в Алматы, в других регионах, которые происходят, вот эти события, мы видим на наших глазах, не просто ошибки, а даже конкретные преступления, да, касающиеся экологии, там, экономики и все такое прочее. Вот они никакой силы не имеют. Это что? Это ведь забота местных хакимов, забота местных маслихатов, забота какой-то местной силы. Не только в общем говорить, там, Шалкет, и там, Токаев кет или завтра еще кто-то кет, оно не решает реальную проблему. Понимаете, в чем дело? Согласен. Тут образ будущего, картинка нам нужна для населения. То же самое, как в свое время капитал послужил предтечей, основой для формирования коммунистической идеологии. И потом на этой волне по планете прокатились там ряд революций, и в итоге произошли изменения. Там умные государства приняли решение, что надо на опережение действовать, профилактировать, соответственно, да, производить реформы необходимые для того, чтобы люди были, опять-таки, вовлечены в процесс принятия решений, были социально обеспечены. Пример для нас та же самая Норвегия, да, схожи с нами структура экономики, но у них свыше триллиона пенсионный фонд получен именно с доходов от нефтедобывающей отрасли. А у нас мы только ставим цель до 100 миллиардов дотянуть. Только ставим цель в каком году? В 30-му году, что ли? И уже понятно, что мы его не выдержим. Мы сейчас, наоборот, вычерпаем в очередной раз, там, заткнуть бюджетные дыры. Поэтому вот это показатель того, что либо наши додумаются все-таки
как-то пересмотреть свои подходы, или же мы, к сожалению, Или можем так и через будем, да. революцию пройти. То есть вот эта зависимость, вот видите, как получается, вот общество слабое, народ молчит, нет рычагов, механизмов влияния, а сама власть, ну, власть есть власть казахская, это вообще, как говорится, фирменная власть, которую за 30 лет мы уже знаем, как она действовала и к чему она привела. И вот ничего не меняется там тоже наверху. И все, и мы, как говорится, в этой глухой бочке. Ну, вообще говоря, если посмотреть, конечно, историю Европы, вот 30-летняя война, 100-летняя война, они прошли через такие ужасы, Тоже. да, и вот после которых, ну, так вот, в кавычках, они поумнели, европейцы, да. Ну, конечно, это вот до сих пор это для многих историков, социологов загадка, почему они прошли этот путь раньше, чем мы. Да? Вот мы вот, постсовок, что Россия, что Украина, что Грузия, что Казахстан, Узбекистан, мы проходим только сейчас, к сожалению. Да? И вот, возможно, это наше вот это вот непонимание процессов. Вот, но, тем не менее, вот, все-таки я считаю, что особенно вот, сейчас вот война в Украине, которую развязал Путин, вот, Да. упоминал Альнур Аджимоглу, Робинсона книгу. Вот, у них есть там такое понятие, как переломный момент, да? Вот в истории. Они говорят, это очень важно, да? Какое-то окно открывается, вот, допустим, это когда трансатлантическая Да. торговля между Европой и Америкой открылась, это большой импульс придало развитию Европы. Вот мне кажется, что сейчас вот война в Украине, вот это вот тот самый переломный момент, да, даже несмотря на то, что сейчас, может быть, договорятся о заморозке этой войны, но тем не менее это для нас, это вот как раз нам надо готовиться. Может быть, конечно, мы и не увидим реальных каких-то демократических преобразований, но я думаю, что это дело ближайших лет, может быть, 10-15, конечно, это тоже самонадеянно так говорить, но тем не менее, вот мы понимаем, что авторитаризм, он просто изжил себя, вот, изживает себя авторитаризм как форма устройства государства, как форма устройства общественной жизни, вот она себя изживает. Вот. И со смертью вот таких вот персонажей, как Путин, там, как Назарбаев, там, и уже там, у многих из них там и нету, Каримова, допустим, того же, и так далее, и так далее. Вот я так думаю, что просто новая реальность, она родится вот из недр вот сегодняшнего дня, сегодняшнего состояния, что-то То есть родится. история сама двинет. Да. У нас нету поступательного, как хотелось бы, да, вот как развивались те же страны, ну, даже арабские страны, которые быстро за 25 лет быстро-быстро подняли. Они, конечно, политическую систему не меняли, но они образ жизни страны свои поменяли. Люди стали жить как люди, да, там, я не знаю, там опыт Южной Кореи, там тот же Сингапур и так далее. Но они пришли поступательным способом. Мы стоим, надеемся на что? На то, что все раз оборвется и быстренько изменится. То есть у нас совсем как бы... Время будет ускоряться. Вот я сожалею, конечно, что, может, не увидим этих результатов, да, но время будет ускоряться. Мы просто это показывает история, показывает вся эта логика. Вот Альнур часто вспоминает про диалектику. Вот диалектика вот, развития, она приведет к тому, что изменения неизбежны. Ну, когда, конечно, это вопрос. Когда мы не знаем. Когда да. мы не знаем. Но да. тем не менее жизнь продолжается, и мы сами прекрасно понимаем, что если наш народ, ну простой народ, не говорит каждый день о политике, не обсуждает, как те же французы, там итальянцы или американцы, у них целый день телевизор горит, и там все на виду, там все открыто, да, все выборы, конкретные, так скажем, личности, и поэтому они привыкли вот жить в этой среде. Значит, а у нас это абсолютно отключено. У нас смотрят что? Сериалы турецкие, у нас смотрят концерты, у нас смотрят там какие-то фильмы и все такое прочее. Поэтому у нас как-то совсем по-другому. Но тем не менее же люди что-то обсуждают, они чего-то, как говорится, хотят. Вот вы как общественные деятели, вот как бы вы, ну, может быть, какие, на ваш взгляд, 3 самые горячие темы вот сегодня наболели сегодня в нашем народе? Вот 3 самые главные, как вы считаете? Вот вы и вы. Давайте вот все-таки постараемся немножко как-то увидеть эту картину мысли жизни нашего общества. Ну, не говорю за весь народ, но хотя бы та часть, которая думающая, она тоже у нас не маленькая. Ну, наверное, рост цен. Вот если говорить вот, про широкие массы, ну, наверное, многие на себе сейчас ощущают рост цен. Это, наверное, на первом месте для многих. Плохое Люди качество, возмущаются. плохое качество медицинских каких-то услуг.
и инфраструктуры. Вот, то, что особенно вот это в зимнее время. Транспорт. Я имею в виду в широком смысле, это и транспорт, и электроэнергетика, и газоснабжение, теплоснабжение. Вот, в городах у нас, я вот вроде бы в Атырау деньги есть, но у нас могут раскопать траншею. Я даже вот как-то удивился, раскопали траншею, прямо сломали асфальт. Вот, я снял на видео, у себя запостил на Facebook страничку. Через 3 дня траншею закопали, но асфальт так и не постелили. Вот. И это раздражает. Вот это в одном из самых богатых городов. И тут тоже, кстати говоря, я тоже приходилось мне через ямы перепрыгивать. Вот. Оставили там, как говорится, ни работников не видно, ни техники не видно. Вот. И вот я думаю, вот эти вот 3, ну, на мой взгляд, конечно, проблем много. Ну, как и везде. Проблем а вот скажи, Макс, много, пожалуйста, когда-то в свое время, я уже не помню, это был советский период или уже постсоветский период, шли такие разговоры, что в Атырау, значит, в Атырау поднимается такая волна мнения, что люди говорят, а что такое, вот мы кормим всю страну, ну, в основном, да, за счет вот именно нефти, да, тут, как говорится, льем пот и кровь, день и ночь и на жаре, и в югу добываем эту нефть, а живем, как говорится, да, хуже всех. Поэтому были даже такие вот настроения типа сепаратистские. Ну, А сейчас как? Мне этот вопрос часто типа задают. давайте да, автономию нам. Да, часто задают, но я бы не стал называть это сепаратизмом. У нас есть статья в Уголовном кодексе, которая четко определяет, что такое сепаратизм. Конечно, в таком я говорю, настроение. в бытовом смысле, конечно, это можно так назвать, но в целом действительно есть настроение, Есть настроение. Да, раздражение, есть, пока еще не переходят рамки, ну, такого обычного, так сказать, этого разговора на кухне. Вот, но в Атырау мало того, что я перечислил вот эти вот все эти беды, которые для Казахстана характерны. Там Да, еще так, у нас, да, и климат у нас. тяжелый. Я напомню, во времена Союза, допустим, врач, медсестра, которая получала здесь, в Алматы, 100 рублей во времена Союза, в Атырау медсестра получала 112 рублей. Почему? Потому что был так называемый районный коэффициент. И так было во всех отраслях. Сейчас этот районный коэффициент смогли сохранить только нефтяники КМГ в Атырау и в Мангыстау. Они отстояли. Вот, и, кстати говоря, вот эти забастовки, одни из первых забастовок и в Атырау, и в Мангыстау, были как раз-таки из-за того, что хотели эти районные коэффициенты упразднить. Вот. А бюджетники, ну, условно говоря, учительница начальных классов, ну что у нее, потребности меньше, чем у учителя в Алмате. Но в Алмате, допустим, учитель начальных классов может пойти вечером в каком-то саду погулять. Погода, ну, в этом году жарко, но в целом в Алмате погода гораздо мягче. Нет, климат, ну просто да. был реальный коэффициент. Да, а сейчас его нет. Потому сейчас что его земля нет, использовалась, экология портилась, потом все-таки трудоемкая такая. Вот этот коэффициент сейчас убрали. И об этом мы тоже говорили, что это даже как-то мое воззвание там где-то там в стенах парламента какой-то депутат от Атырау прочитал, что нужно опять возвратить районные коэффициенты. И все, и ноль внимания. Ноль внимания. Вот сколько сейчас получает среднестатистический нефтяник? Ну, мне тяжело судить, там есть разные компании, да, разные условия труда и так далее. Там, поэтому я не могу сказать. Ну, конечно, те, кто работает в нефтяном бизнесе, в нефтяных предприятиях, конечно, у них гораздо экономическая ситуация, лучше, конечно, лучше, да. Вот если, но правда, вот недавно я с одним предпринимателем разговаривал, ну как недавно, относительно недавно, он владелец ресторана, я говорю, ну ты же, говорю, средний класс. Он говорит, да какой, я, говорю, средний класс, говорит, сейчас, говорит, мы, говорит, уже, говорит, сейчас тому дай, этому дай, там, тот налог, мы уже давно не средний класс. Сейчас знаешь, говорит, кто средний класс? Это средний класс, если, говорит, и муж, и жена работают в нефтяной компании. Вот это, говорит, средний класс. Только достигает. Да, если один работает, это не средний класс, потому что средний семья большая, как у казахов, да, там 4 детей, может быть, там родители, там братишка безработный, помоги, сестренку замуж выдай, и все, и один человек уже, даже работающий в ТШО, 15 лет, он уже не тянет эту большую семью. Понятно. Альнур, на ваш взгляд, вот о чем сегодня, как говорится, на какие основные требования народ выдвигает?
Или о Ну, чем недовольны? Кроме того, что указано было Максом, запрос на справедливость. И, в принципе, Акурда это считывает, они поэтому вот этот концепт продвигают, Мгм. справедливый Нет, Казахстан. он у Там, них то поднимается, то затухает. Вот в ну, чем им дело. надо просто что-то обозначать, озвучивать А на как каждом понимают люди справедливость? послании. Справедливость – это вопрос, опять-таки, возвращаясь к институтам, Мгм. чтобы судебная система, чтобы Мгм. люди могли защитить свои права. Мгм. И вот особенно часто мы сталкиваемся с тем, что к нам, вот, как активистам, за консультациями, за советами обращаются люди, которые хотят добиться своего реабилитации, так скажем. Да? Уже Мгм. не в качестве политических преследуемых, А в а любом именно отношении, это то, что просто в свое время вот эти системные какие-то сбои, человека назначили вот на сегодня, он будет там условно негодяем, потому что нам нужно показать нашу работу. Всё. Мгм. Ярлык повесили, дело сфабриковали, все, и на выходе у нас есть уже Мгм. гражданин, который желает справедливости, и в принципе многие так и выходили. Вот то же Мгм. самое в контексте Кантара, Шалкет, это же тоже к вопросу о справедливости. Да. Распределение тех же самых там богатств, благ в нашей там, и без Мгм. того в не лучшем состоянии экономики. Ну, это вот алматинское общество, оно как бы немножко более политизировано, поэтому смотрит более, как говорится, глобально на эту тему, да? Вот как бы спрос на справедливость. Что еще вот из того, что сегодня, ну, как бы назрело? Ну, озвучивается, регулярно поднимают люди вопросы относительно возврата активов. Ну, как бы вроде бы изменения Когда вернут произошли. украденные деньги? Да, ну и опять-таки в надежде, что это повлияет как-то на экономическое благосостояние граждан. Мгм, мгм. Потому что предполагается, эти деньги, они все еще продолжают, находясь за рубежом, работать в интересах семьи бывшего президента, А вот как вы удаленно им считаете, а вот управляться. из политических каких-то требований, вот, так скажем, спрос какой-то Ну, назрел? у обычного обывателя, да, у гражданина, вот так сказать, стандартным запросом, к сожалению, политических интересов не так много. Спроса нет такого, да? То есть Пока, ну, запросов. запросов нет, и вот даже как бы прошедшие все электоральные кампании они демонстрируют, особенно в Алмате, то, что у нас очень низкая явка. Да. Это как Ну, бы я тут вот немножко не такой- соглашусь. Это просто из-за запретов. Это человек, понимая, что ну, вот, мы нормальные люди, допустим, зная, что в саду, там, в закрытом саду растут яблоки, мы же не лезем туда, мы знаем, что это наказуемое деяние. Вот точно так же люди, понимая, что ну, вот, Альнур отсидел, он Макс отсидел, он Гульжан Хамитовне офис подожгли. Вот, и какая политика, да, там, мне сейчас детей кормить надо. Запуганные. Да, просто вот поэтому это просто самоограничение. Ну, по Ну, выученная беспомощность, да, да, вот ну, я тоже не люблю это слово, потому что это все-таки там по отношению к животным эти делали эксперименты, а в больших массах человеческих это выучено беспомощно не работает, как показал Кантар, вот, не работает. Ну, Да, самоограничение, в оно всё больших равно популяциях, запускается. да, и человеческих популяциях. Это просто вот, это временное самоограничение. Запрос на какую-то общественную работу, вот это просто сублимируется. Вот люди сейчас собирают деньги на, допустим, там, поддержку больных, детишек, там, я не знаю, там какие-то общественные акции, там, давайте сквер около дома там посадим, ну и так далее, и так далее. Да? Это вот как раз-таки сублимация вот этой политической нашей энергии. Мгм. Вот, ну, я считаю, что в один прекрасный день, я говорю, все-таки я оптимист. Это мы пройдем это, и, конечно, могут быть и откаты, могут быть отскоки в сторону, да, но тем не менее Процесс идет. процесс идет, да, Зреет, зреет. да, зреет, это Ага. однозначно. Вот я просто, мы сейчас говорим о том, что вот, ну, как бы на виду и то, что, так скажем, легитимно. Но мы же понимаем, что наши соцсети сильно кипят, и в том числе и на политическую тему. И вы знаете, вот таким вопрос я хочу вам предложить следующий, такой сравнительный. Вот давайте вот вникнем. Идея такая. При Назарбаеве существовала легитимная оппозиция. При Токаеве такой нет. Раз. При Назарбаеве выходили в свет считанные независимые газеты и сайты, в частности, мы выпускали, но которые постоянно преследовались. При Токаеве абсолютно свободные социальные сети сегодня и уже тысячи авторских YouTube-каналов. Дальше. При Назарбаеве
сажали активистов и журналистов. При Токаеве эта тенденция продолжается. Далее, при Назарбаеве верховодила семья, а Токаева, ну, как бы прямо в этом обвинить нельзя. Далее, при Назарбаеве цены были ниже, при Токаеве они систематически растут. При Назарбаеве проводились митинги, при Токаеве полный запрет. При Назарбаеве коррупционеров сажали редко, при Токаеве сажают часто и уже много. Вот это сравнение можно как бы и продолжить, однако при Назарбаеве тогда народ молчал в основном, да? И вот как бы считалось, как бы, если кто-то выступал против президента, это считалось ЧП, сразу заводили уголовное дело. А сейчас критики Токаева в социальных сетей вообще полным-полно. Мы, конечно, сейчас не касаемся там каких-то глубинных процессов, там, например, или передела собственности среди элит, там, среди кланов. Это очень более такой глубинный вопрос. А мы сейчас говорим о тех процессах, которые лежат вот сейчас на поверхности и как бы доступны вниманию широкой общественности, то, что люди обсуждают. И вот как вы характеризуете эту сравнительную динамику? Потому что есть уже, вот я не зря этот вопрос задала, какой политический запрос есть в обществе. Потому что есть мнение, что при Токаеве жить стало хуже. И нет как бы никакого нового Казахстана. Вот давайте сравним все-таки. Это что, эволюционный путь или это факт стагнации? Вот то, что мы сравнили. Что-то изменилось? Если изменилось, в какую сторону? Больших, конечно, изменений я не вижу. Все-таки Токаев – это кровь от крови, плоть от плоти. Это Система, да, человек из системы. Он сам все 30 лет работал рядом с Назарбаевым, в ближайшем кругу. Ну, то, что вот сейчас вот и вся семья Назарбаева, как говорится, после Хантара себя, в принципе, нормально чувствует. Сам Назарбаев, как мы иногда видим, себя нормально чувствует для своего возраста. Это говорит о том, что он не хочет идти против Назарбаева. Он считает, что, ну, уж там, я не знаю, какие у него там резоны, но он его не трогает. Вот. Ну и он продолжает фактически его политику. Это и внешняя политика, в общем-то говоря, та же самая, с какими-то там небольшими поправками. Внутренняя политика. Вот. Ну, что сказать? Вот, то есть вы не видите изменений? Я больших изменений не вижу. Угу. Вот. Но даже вот то, что из Конституции убрали упоминание о Назарбаеве, в общем-то говоря, мы возвратились в 95-й год. Что такое Конституция? Это правила игры. Угу. Да? Он возвратил правила игры 95-го года, вообще-то говоря. Да и то, но это разве плохо? Да и то не все. Да? Но мы сейчас уже живем в 2021 году. В 2021 году, да. И вот, в общем-то говоря, вот, как-то мне приходилось вам рассказывать, на зоне ко мне приезжал один помощник Назарбаева, Махсат Скаков, и посидели мы с ним, чай попили, часок, и он перед уходом говорит, президенту говорит, скажите пару слов. И он вытаскивает свой телефон, и я говорю, ну что я с ним не знаком, что я могу? Ну вот я всех политзеков объездил, они все там, и Арон Атабек там что-то сказал, он мне показал, Арон, это вот, август 2019 года, и говорит, скажите что-нибудь. Ну, что сказать? Я говорю, господин президент, желаю успехов в работе, и напомню старую поговорку, что пропасть 2 прыжка не перепрыгнуть. Вот. Ну, да, все, тут что можно сказать? Надо было рвать со всем прошлым, вот, просто надо было выскочить из себя, выйти из себя, да, прыгнуть выше головы, для того, чтобы проблем-то много. Даже, вот условно говоря, вот, давайте вот, Хантар закончился победой демократических сил. Да, вот пришел там самый там, демократ, чистый и так далее, и так далее. Он бы за эти 10 лет, 2 срока президентских условных, да, он бы сделал бы только 25% того, что нужно сделать. Потому что разгребать много приходится. Это невозможно даже в течение 10 лет. Вот, ну, если мы зашли в какой-то густой лес и в этом густом лесу 30 лет блуждали, вот, выйти оттуда за год из этого леса, ну, можно только на вертолете, может быть, да, там, из этого густого леса выйти. Мы пока, блуждаем. Это та самая диалектика, о которой постоянно вспоминает Альнур. Вот. Невозможно вот, выйти из этого лабиринта, в котором мы 30 лет блуждаем, за 1 год, тем более за неделю невозможно выйти. Вот. Другой разговор, что нужен человек, который ведет к выходу. Не тот человек, вы знаете, есть такая тоже поговорка, политик – это тот, кто, увидев свет в конце тоннеля, начинает
рыть другой тоннель. Да? Понимаете, да? Вот Да. сейчас Токаев начинает рыть другой тоннель. Вот вроде бы, да, в 22 году мы увидели свет в конце тоннеля. Вот куда надо идти. Нет, он начал в другую сторону. Вот и все. Вот и все. А в какую Вот. сторону вы думаете сейчас? Ну, местное самоуправление, да, децентрализация, Вы имеете в виду- децентрализация и в бюджетных, вот, многие не любят это выражение, бюджетный федерализм, да, ну, сразу же там, да, вот, вспоминают про и сепаратизм и так далее, и так далее. Вот что у нас все регионы, все области, они могут себя прокормить. Даже самая беднейшая, это Джамбульская область, у них вот эти вот фосфаты, и если с ними справиться, если с ними грамотно распорядиться, это можно сделать там огромный завод, который будет производить удобрения. И Джамбульская область не только себя прокормит, она еще будет в соседней области будет кормить. Вот. Тем более я молчу То есть про... вы хотите сказать, что при Токаеве не открывается потенциал страны, Вот не открывается он потенциал начал экономики? рыть туннель в другую сторону, вот, вместо того, чтобы идти к свету. Вот поэтому вот МСУ, децентрализация, надо в Маджлис надо запускать независимых кандидатов, причем надо другую систему сделать, не та, которая сейчас работает. Вот. В конце концов, маслихаты можно вообще все отдать, да, вот можно сказать, нам вообще, как говорится, развязать руки. Вот маслихаты городские, районные, областные и так То далее. есть они боятся Да. народовластия? Да, надо раскрывать контракты, прозрачность, да, вот это вот надо. Вот смотрите, да, вот у меня есть такая идея, если придет к власти нормальные люди, группа нормальных людей, нам нужно объявить дефолт. Нам не нужно разрывать контракты, допустим, и говорить, вот давайте вот завтра, вот, как большевики А всё эти с нуля. сделали, да, а вот мы объявляем, это, кстати говоря, по закону разрешено. Что делают наши кредиторы? Они подают в суд. Мы идем в суд, вот те самые 160 миллиардов, которые сейчас как гири у нас на ногах, да, мы тогда посмотрим, на каких условиях их взяли, кто взял и почему их взяли. Эти ведь контракты, договоры-то тоже закрыты. И тогда вся эта муть выйдет. На поверхность. И тогда эти кредиторы скажут, действительно, кредиты выдавались на какие-то определенные цели, их разворовали. Все незаконно было. Да, и пускай тогда они получают вот с того имущества Назарбаева, Кулебаева там, и остальных, и же с ними, которые за рубежом. Вот пускай они с этих денег получают. Вот. Есть такая идея. Я думаю, что все это должны делать те люди, которые думают о будущем народа. Все, ваше мнение? Ну, вот действительно. Система это... Сравните. Изменения есть изменения? Изменения, в принципе, Макс уже сказал. Я с ним согласен абсолютно. Они не происходят только потому, что назарбаевскими кадрами строить будущее светлое невозможно. Это вот в Евангелии есть же выражение: молодое вино в старые меха не заливают, потому что он их просто разорвет. И они поэтому и не пускают людей, которые способны что-то поменять, которые имеют креативное мышление, там, готовы к изменениям, они менее, так скажем, забюрократизированы, и они, видя цель, готовы рисковать. Брать на себя ответственность. Простите, откуда этих людей брать? Ну не с улицы же. Как должна сработать система, чтобы пришли реально свежий, новый, современный, честный народ во власть? Как это сделать? Партии? Есть у нас 7 нас партий. очень способный народ. Вопрос там Нет, не а в как партии. организовать эту систему вот действительно притока таких людей? Просто снять существующие ограничения, которые вот при выдвижении, элементарно, у нас На в прошедшие 23-м году выборы, они показали, сколько людей хочет принять участие. Можно вот я на этот вопрос отвечу? Вот, да, вот, сейчас пусть закончит. Я прошу извинить. Мы просто как раз с Максом часто общаемся, поэтому пожалуйста. добавить. В России на одном из автозаводов ВАЗа пригласили японских менеджеров, да, в цеху. И вот эти японские менеджеры, они просто тех же самых людей на том же самом оборудовании расставили так, как они работают в Японии, как они сказали, что как принято. И вот только вот с теми же ресурсами, с тем же коллективом у них производительность труда возросла на 20%. Понимаете, да? Правила игры. Гульжан Хамитовна, да, вот вы говорите, откуда взять людей, да? Вот надо правила игры установить, конституции такие. Это вот я сейчас читаю книгу одного юриста, Ханса Кельзена.
он там говорит, что если в Конституции написано, вот, допустим, есть свобода объединений, свобода слова, я не знаю, там свобода такая, свобода такая, но остальное все регулируется законами, это, оказывается, псевдогарантия. Это крупнейший специалист Трюк, да, конституционного это. права. Это псевдогарантии. Вот когда пишется, есть свобода в собрании, но все эти остальные мероприятия, согласно закону, это псевдогарантии. Понимаете? У нас Конституция, она сплошь состоит из этих псевдогарантий. Ну и как Токаев называли, получается, были псевдогаранторами, да, гарантами Конституции. Вот правила игры. В народе спит вот эта вот энергия, да, вот сейчас, я не знаю, там занимается всякой чушью тоже, к сожалению, да, вот все это пойдет, если направить в положительное какое-то русло, Вот знаете, изменить можно. Мы, видите, мы говорим только, по сути, констатируем Да. происходящее, да, текущую обстановку. И, возможно, у нас вот следующим переходом будет именно принятие большинством граждан решение о том, чтобы жить параллельно существующей системе. Вот как бы, да, произвести откачевку, политическую откачевку внутри страны. Вот как у нас казахское ханство, оно же также и образовалось. Да, Просто да. взяли и приняли решение, нас Абулхаир хан не устраивает, мы убываем. Но тогда степь была, так скажем, необъятная, Так границ не казахи, было. кстати, и создали свою государственность. Они просто откочевали. Через Да. протест. По Да. сути, у нас в основе нашего государства и народа сидит протест. Интересно. И щас- Политическая откачевка имеется в Да, виду. ну И просто будет мы- параллельно создаваться своя структура народная, свое которые сами правительство, там, да, мы свои будем лидеры. как дань платить налоги Мгм. действующему правительству, но при этом не признавать того же самого Токаева, там, Акима. Ну, параллельно жить своей жизнью. Это, в принципе, это такие модели в разных, там, говорят, в Косово тоже перед отделением от Югославии у них также было, ну, как бы свою собственную они там сегрегацию установили, они просто тупо игнорировали действующую сербскую власть. Мгм. Все там, то же самое Махатма Ганди, там у него протесты, он отказывался от вот этот соляной поход устроил. Они просто отказывались от уплаты там налогов как бы, Британской империи. Точнее даже, это не налог был, они просто не приобретали этот товар. И, в принципе, мирно в итоге, там, ну, ладно, ушло там несколько, там, в какой-то момент, там, десятилетий, там, несколько лет, но преобразования произошли. И сама власть действующая, она приняла решение, мы отпускаем этот народ, уходим, потому что, ну, уже нам бесполезно с ними бороться. Интересное, да. Но это исторический, как говорится... Прецеденты есть. Да, это исторический опыт. Хорошо. Не мы первые, да. Да, ну то есть вы хотите сказать, что вот так дальше ситуацию держать нельзя. Она уже как бы, ну при Назарбаеве понятно было, почему она продолжалась длительно, да? Потому что, ну как бы вот мы были в оппозиции, мы еще как-то верили, что в рамках этого режима можно создавать какую-то легитимную оппозицию и действительно как-то преобразовывать. Теперь мы поняли, за это очень сильно действительно заплатили, что это невозможно. При таких системах никакой параллельной конкуренции политической не может быть. Вот теперь как бы время Токаева, ну как-то сейчас нет партии, как-то все это вот сейчас ушло это на второй план. И тем не менее, это же так оставаться не может быть. То есть жизнь продолжается, эволюция требует каких-то, так скажем, да, действий. И вы предполагаете, что это может пойти не по тому пути, как мы шли, пытаясь там создавать легитимную оппозицию и работать в рамках закона. Теперь может возникнуть параллельная, так скажем, Мы живем в реальность. 21 веке. У нас Интересно. вот вы пользуетесь телефоном, где у вас вся информация, Да. вот доступ ко всему. И в принципе, Почему бы и нет? и так, возможно, да, люди погружаются там через телефон там в игры, какие-то там свои системы, Да. структуры, там люди там свои валюты и так далее. То В есть вы принципе, хотите какое-то сказать... решение может быть найдено там Да, вот вашими благодаря вот креативными. этим новым технологиям, в результате которых очень сильно меняет, так скажем, нашу реальность, мышление, возможности, то люди просто придут к такому мнению, что вот благодаря этим технологиям В том числе. создастся новая структура. И потом раз на выборах и выходит, да? Большое, Ой, очень большое это будет влияние, сильный конечно. рывок. Это, кстати, вот еще один переломный момент, это то, что вот Робинсон и Аджемуглу, это вот развитие технологий цифровых, вот то, что сейчас модно про искусственный интеллект говорить. Вот еще один переломный момент, который действительно изменит нашу жизнь, уже Да. изменяет, да. Уже молодежь другая, она У действительно... Мойзеса Наймова в конце власти как раз вот этот процесс описывается. И, Мгм, в мгм. принципе, он в свое время меня тоже, когда я его прочитал в конце десятых, вот, вдохновлял. Многие акции он, может сказать,
через эту книгу они ему в голову пришли, и мы начали их реализовывать. Единственное, знаете, какая беда сейчас? Буквально в каждой семье, где подрастают дети, там 15-17 лет заканчивают школу, ищут, так скажем, свой жизненный путь, извините, они все мечтают свалить из Казахстана. Вот неважно, какая семья, там средняя, там бедная или богатая. Вот это тоже идея уже почти что национальная. Это Тоже же, своего рода это же откачевка. ужас, откачевка тоже. Ну, я вообще в этом такого, большой проблемы не вижу, вот скажу честно, да. Если молодые мозги уедут. Да, и пускай уедут, пускай посмотрят мир, пускай научатся работать. Нет, но они же не хотят Да. возвращаться. Знаете, вернуться. Я знаю, может Много быть, примеров это того, что люди не возвращаются. массовое, может быть, явление, но люди, которые, уехав в Европу, увидели, как можно делать бизнес в Европе. Они приезжают и здесь открывают бизнес. Даже некоторые из них получили гражданство каких-то других государств. Вот, и они приезжают, возвращаются, потому что здесь есть еще шанс. И вот опять же, да, я вот сегодня вам рассказывал, да, я видел в гостинице человек, убирающий номера, откуда-то он из Южной Азии, то ли индус, то ли пакистанец и так далее. Да? Это сейчас та самая глобализация. Да? Да. Вот, Нет, это говорит о том, что в Казахстан становится тоже вот как бы мы вовлекаемся, да, вот мы вовлекаемся в эти международные структуры, какие-то потоки. Да. В Атырау недавно писали в местной газете «Акжайык», ребята, которые работали на строительстве каких-то темных проектов, их вызвали в Испанию. Вот. По всей видимости, они какие-то показали свои навыки. Вот. А когда идет проект, вот человек говорит, проект горит, нужно 15 там, каких-то условных там, сварщиков. Да? И вот позвонили ребятам из Атырау, они приехали, отработали в Испании. Вот. И в этом я такого ничего страшного не вижу. Другой разговор, если, конечно, у нас вот в 1933 году заканчивается действующий контракт по ТШО, где-то в 1947-м, а в 1937-м или там 1938-м заканчивается по Хашагану и так далее. Вот, конечно, с уходом вот этих мейджоров, как их называют, эти крупнейшие вот эти нефтяные компании, конечно, может быть экономическая ситуация или там бизнес-привлекательность, да, уменьшится. Вот, к сожалению, если к этому времени мы не сможем сделать привлекательным наш рынок, зачем этому человеку, который уехал в Америку, прожил там 10 лет, научился чему-то, зачем ему приезжать сюда на пепелище, да? Вот. Но я надеюсь, что все-таки у нас будет шанс построить и нормальную экономику, нормальное государство. Все-таки, вы знаете, вот, тоже это моя гипотеза, мне кажется, эпоха накопления первоначального капитала у нас заканчивается. Да. Конечно, это тоже не математика, нет формулы, чтобы дату конкретную назвать. Но, как утверждают экономисты, классики, это еще от Адама Смита, там, марксисты там говорили, вот с окончанием эпохи первоначального накопления капитала появляются условия для возникновения капиталистического производства. Вот. Капиталистическая экономика входит в полную силу, в свои права, так сказать. Да? И вот, может быть, вот все те, кто сейчас уехал, моя сестренка за рубежом сейчас, она хороший специалист, один из лучших HR в Казахстане, может быть, в Дании живет, работает. Ну, она приедет, если ей дать условия, если и работа будет хорошая, и дать надежду, пакет, да, и там самое главное, да, может быть, действительно, это воодушевиться, там приход, вот, допустим, Альнур станет премьер-министром, условным президентом, он скажет, что вот действительно у нас какие-то изменения произошли. Да. Вот понимаешь, я согласна действительно по поводу вот этой теории, она мировая теория по поводу накопления первичного капитала, потом идет, естественно, так скажем, экономический процесс развития. Там, но дело в том, что у нас же в Казахстане сейчас идет какая тема? Вот первоначальный капитал кто у нас накопил? Ну мы же понимаем, там 162 семьи, которые сказал сам лично Токаев, завладевший более половины, значит, состоянием страны. С другой стороны, народ ждет, что это было несправедливо, что это было воровство. Пусть вернут эти украденные капиталы. Справедливое требование, справедливое. Значит, фактически это идет процесс откат назад. То есть давайте мы опять заберем у них и начнем новый. Тогда получается, что на этом фоне сейчас, а это мы чувствуем, что на этом фоне сейчас идет сильный передел. Да? Передел опять собственности, экономики. И опять появляется уже новый ряд, так скажем, претендентов, которые хотят накопить первоначальный капитал и потом становиться уже. И вот так со сменой каждого нового президента или новой там элиты
Мы будем каждый раз накапливать этот новый капитал, отбирая его друг у друга. Ну, что-то тоже не то. Вот что-то не то. Тогда что? Как нужно привести это в соответствие, чтобы пустить процесс по естественному, природному своему курсу? Вот мы сейчас сидим в капкане. Да, у нас там не одна нога, у нас, может, там 3 ноги в этом капкане, да? Вот мы что-то себе должны отгрызть. Вот вы сейчас говорите, да, вот Назарбаев со своей семейкой там разграбили страну и так далее. Сейчас придет новая волна, у них будут отбирать, потом придут следующие, у них будут отбирать. Или же даже, допустим, народ сейчас восстанет, будет отбирать, да? Как показывает история, вот именно в тех странах, вот, где пошли на национальный примирение, национальный компромисс, это Испания, это Чили, это Польша, да, вот, где да, ну, есть, да, вот, та же самая Южная Корея, допустим, да, где диктаторы, у которых руки по локоть в крови, вот у Ярузельского, у него руки по локоть в крови, он умер в своей постели. Чон Духван, Ро Дэ У, да, Пиночет, да, вот этот преснопамятный, вот, у них у всех руки по локоть в крови, по плечи в крови. Вот они умерли в своей постели. Ну, то есть вы хотите сказать, народ что пошел нужно от чего-то, чем-то надо будет пожертвовать. Вот. Это я понимаю, те, кто потерял своих родных, они никогда не простят, ни Назарбаева не простят, ни Токаева не простят. Вот эти вот стрелять без предупреждения. Вот, Батрова одного человека убили, Алмаз Берекинова. Мальчишка вообще 36 лет, да. А, парень. Парень, да. Это где-то да. совсем вот молодого. Здесь вот девочку, ребенка. Нет, ну здесь-то, да, это здесь. Да. И вот, и, конечно, они не простят. Это и в Польше есть люди, которые говорят, надо раскопать этого Ярузельского, там его прах по ветру пустить. Вот. Но вот я говорю, что чем-то нам надо будет, на чем-то нам надо будет остановиться. Вот. И вот, может быть, сейчас поэтому... Тем более, да, Гульжан Хамитовна, извиняюсь, вот, когда при таких соседях, как Путин и Си Цзиньпинь, да, вот, я не знаю, что сейчас, во что это может вылиться в наши внутренние дрязги. Хорошо. И вот, кстати, про это действительно. Вот смотрите, мы в свое время как бы вот наблюдали, что Токаев, ну, когда у него более-менее руки развязались уже после Кантара, он очень сильно начал заниматься внешней политикой, ездил, его за это сильно критиковали, что он там министр, как его назвали, президент иностранных дел и так далее. Но мы сейчас-то понимаем, вот плоды какие-то мы видим, что действительно он ездил, разводил вот эту ту геополитику, которая, в общем-то, была сломлена сначала Путиным, а потом Трампом. И вот этот, как говорится, тряска такая произошла и происходит вообще во всей геополитике. Поэтому со всеми, наверное, надо было договариваться, какие-то гарантии, какие-то, так скажем, предусмотреть риски и все такое прочее. И вот мы видим сейчас не только в России, но и Запад уже замечает, что Казахстан постепенно уходит от жесткой зависимости той же России. Вот Токаев же конкретно, открыто уже ищет альтернативные пути транспортные, да, для того, чтобы перевозить нефть и так далее. Вот. И вот завтра на Аляске что случится, мы не знаем, но в любом случае это так или иначе все-таки показывает, что Казахстан уже не сидит по уши совершенно в абсолютной зависимости от России. Но другое дело, как мы дальше с Китаем будем строить отношения. То есть абсолютной свободы суверенитета не бывает, наверное, поскольку мы еще слабая сторона экономически и по другим, так скажем, показателям. Но тем не менее что-то меняется. Поэтому вот, наверное, сегодня власть считает, что вот эти внешние угрозы, которые нависли сегодня, в том числе над Казахстаном, то есть все эти разборки, все эти движухи, которые, так скажем, устроили у соседей там, вот это вот, возможно, вот эти угрозы они считают более сегодня опасными. И поэтому чем внутреннее недовольство. И вот поэтому сейчас и митинги запрещены, и партии не регистрируются, и все такое прочее. Да? Вот как вы считаете, действительно, вот оно того стоит? Ну, то есть фактически Токаев отключил внутреннюю политику. Вернее, не внутреннюю политику, он отключил внутренний процесс, политические процессы в обществе. Это правильно? Или это... И как-то люди согласились? Никто не возражает? Гульжан Хамитовна, вообще вся его внешнеполитическая активность, в общем-то говоря, это в контуре авторитарных государств. Он же не ездит, условно, там, в Германию, там, да, для того, или же не ездит там... Где у нас это Европейский суд по правам человека в Страсбург? Это Брюссель? Да, Брюссель. Там, он же не ездит туда для того, чтобы открыть в ближайшие годы
вот как раз стать участником Европейской конвенции по правам человека. Он ездит Ближний Восток, Россия, ну, вот, Центральная Азия. Китай, Да, Китай. Китай, да, это контур, в Да. который включает в себя в основном авторитарные государства. И поэтому для такой внешнеполитической деятельности внутренняя политика не требуется активная, проактивная, тем более там, демократическая, она не требуется. Вот, поэтому, да, тут я противоречия не вижу. Другой разговор, что это тоже тянуться долго не может, потому что политика, она едина. Вот, политика вообще, это она едина. Да, вот политика. Да. Да, Ну, это- считается, что внешняя политика это есть продолжение Да, внутренней да, политики. да, То есть как в стране, так и за рубежом. Да. И это продолжаться долго не может, потому что противоречия, они не ослабляются, они не, как это называется, никаких решений, да, вот этих вот насущных проблем мы не видим внутри страны. Ну, Вот. то есть вы считаете, вот, Альнур, то, что они выключили сейчас внутреннюю политику, ну, как бы загасили все это, да, вот у нас как бы тишина сейчас такая, ну, нету действительно активности, и на митинги никто уже не просится, и партии никто не стремится создавать. Вот это затишье, оно опасно или естественно? Ну, То есть мы пришли к этому уже положению. Ну, для нормально, нашего это режима, нормально. естественно. Естественно. Естественно, да, и потому что, в принципе, вот эта зачистка, подготовка к транзиту, передаче власти третьему президенту. Как Идет раз, уже, к да? сожалению, вот убийство Айдоса Садыкова. Садыкова, да, я в этой, ну, как сказать, череде событий связываю, что они уже готовятся, просто им надо заранее сделать, чтобы не давать поводов и триггеров непосредственно перед днем X, когда будет заявлено, что президент слагает полномочия, там досрочные, у нас будут назначаться новые выборы. Вот, кстати, мы подошли к этой теме. Вот смотрите, мы уже сами понимаем, мы были сами кандидатами, мы были и этими, как их называют, которые агитаторами, мы были доверенными лицами, да, в общем, я, наверное, штук 5 этих кампаний прошла выборных. Ну, что говорить? Ну, что говорить? Ну, действительно, народ не идет, явка вообще низкая по всей стране, не только по Алмате. 20-22%. Остальные 50% они уже власти сами дописывают, как им хочется. И вы знаете, вот выключена самая главная сила политическая – это сам народ. Хотя первая статья, по-моему, какая у нас написана в Конституции, что как источником власти у нас Единственный является источник народ. власти. Да? А народ не участвует, он добровольно отказался от этого активного участия в политике. Ну и власти рады стараться. То есть вот такая сложилась ситуация. Поэтому при такой ситуации, конечно, любая власть, любая, хорошая, плохая, она будет пользоваться этой ситуацией. Сейчас действительно наверняка идет уже процесс вот этот, да, подготовки к политическому следующему сезону, то есть готовится уже ситуация транзита следующего, да, Вот в транзита сентябре, власти. очередное послание будет. Вот, да, и мы там, нет, ну, наверное, не в этом году, но мы-то ощущаем, почему власть отключила процессы внутренней жизни политической для того, чтобы правильно, да, спокойно подготовиться. То есть это говорит о том, что сам Токаев и его окружение понимает, что может случиться форс-мажор, надо быть готовым и к каким-то экстренным случаям. Кто его знает, что будет завтра с Россией и Украиной? Как повернется геополитический компас, в какую сторону? А это может тоже, давление да, осуществляется. экономическая еще вот эта наша сегодня провальная ситуация. Все может спровоцировать и в том числе досрочные выборы. Поэтому они действительно готовятся. А народ у нас абсолютно апатичный. Даже если вот что-то очень важное случится, и действительно вот скажут, давайте выбираем нового президента, какая будет явка? Опять будет 20-22%. Вот о чем речь, понимаете? Вот. Но, тем не менее... Я прошу прощения, договорю. А тем не менее мы сидим на кухнях, вот так вот сидим вот за такими столами и говорим, что нам нужно своих кандидатов, что хватит нам преемников, хватит нам подставных, давайте нам народных кандидатов. Есть они такие народные кандидаты? Вот, например, в частности, Атырау может? Активный Атырау, ну, то есть весь западный Казахстан, промышленный город, там более организованный рабочий класс. И там есть какой-то больший опыт, общественный такой, даже политический. Вот будем ориентироваться на самую активную область Атырауская. Сможет ли Атырау вот в случае вот такого неожиданного, непланового, так скажем, да, ситуации выборов там президента выдвинуть кандидата? Есть? Вот при такой апатичности Это будет общества. зависеть, Гульжан Хамидовна, я считаю, что будет зависеть от того, выдвинется ли
Токаев на следующий срок, если он поменяет Конституцию, и, А вот, кстати, да, интересный вариант, и да. если он выдвинется, то, скорее всего, всех загасят, всех, кто, да, всех, даже тех, кто имеет и амбиции, и деньги, вот, всех загасит и пройдет, понятное дело, на третий Ну, срок. понятно, да. Если же он не выдвинется, Уйдет. то, да, он, конечно, выдвинет своего преемника, так сказать, да. И вот тогда вполне возможно, что мы увидим очень много кандидатов. Я не уверен, что из Атырау, вот, конкретно, вот я имею в виду Нет, из ну я живущих говорю в как Атырау, модель. да, вот дело в том, что в Атырау все-таки это вот, я сейчас наблюдаю за своими земляками, я имею в виду вот из так называемых вот бизнес-кругов, там, ну, вот, Да. там, тех, кто в государственной службе работает, там нет амбициозных людей, провинциализм, вот в самом таком... Тишина? Да, это те люди, которые там заботятся больше о своем кармане, им там дали денежку, дали там какой-то бизнес, и вот лишь бы это не потерять, лишь бы это не потерять, вот, лишь бы там по барабану, что там за пределами их двора, тем более по барабану, что происходит в Алмате, в Астане, вот, лишь бы нас не трогали, вот 99% так называемой бизнес-элиты и так, это общественные, я имею в виду прогосударственной части нашего общества, вот они живут вот этими мыслями. Поэтому из Атырау, вот, конкретно я вам скажу, что никакого выдвиженца, тем более консолидированно, не будет. Но в то же время, если Токаев не пойдет на третий срок, то, знаете, вот, Мало ли что. мы видели, ведь даже, вот, как потом выяснилось, даже один из кандидатов, которого зарегистрировали, был психически больным. Да. Да, помните, вот, Храпунов, по-моему, Да. рассказывал, да, там, про одного из кандидатов, что он был психически больным человеком, но его зарегистрировали. Поэтому мы, если не пойдет Токаев на третий срок, мы увидим много претендентов. Кто-то, может, из них будет и из Атырау. То есть, вот видите, какая ситуация? Мы абсолютно не готовы. Но почему я об этом говорю? Вот самая главная сила политическая сама по себе добровольно отключена. И все, как говорится, отдается на откуп самой власти. Да? Ну почему мы тогда жалуемся? Почему мы тогда ругаем эту власть? Вот они опять выборы подделают, все такое прочее. Вы как считаете? Вообще, если есть какой-то потенциал у нас для того, чтобы все-таки перебороть вот эту систему преемников, а добиться, согласно Конституции, прямых народных выборов президента? Шаг поставить власти можно, в том числе на предстоящих выборах, Угу. именно президентских, через протестного кандидата. Относительно того, что запустят или не запустят в бюллетень реально какую-то, ну, допустим, того же самого Тасмагамбетова, да, если предположим, Ну, да, вот там, к вы примеру. как Атырау там приводили в пример, там, то сразу на слуху, по крайней мере, в Алмате ассоциация это с ним возникает там относительно там возможных существующих там хорошо скрываемых амбиций президентских. Возможно, за него тоже проголосуют, только в пику тому, чтобы Акурде насолить. Ну, это Вот. 19-й год за Косанова, Также но только не голосовали. за Токаева. Также может возникнуть. А вот готовит ли гражданское общество таких кандидатов? Если хотя бы на примете такие люди? Ну, у нас проблема с этим в конституционном законе о выборах наличие пункта 5 ну лет да. стаж. Вообще, на самом деле, людей, достойных и способных взять на себя ответственность за будущее страны и народа, их Есть, да? хватает, да. Мгм. Проблема в том, что их отсекает вот через эту дискриминационную норму. Ну, понятное дело, для чего она закладывалась туда, чтобы посторонние не оказались там. И вы знаете, я боюсь, чтобы не повторился этот горький опыт. Недавно я открываю в Фейсбуке, по-моему, ваш пост или кто-то написал по ситуации Нуржана Альтаева, который сидит в колонии, которого приговорили к 10 годам лишения свободы, там за какие-то якобы экономические там, ну, какие-то типа преступления, которые совершенно какие-то были непонятные. А на самом-то деле мы понимаем, что он очень упорно пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты на последних выборах 2022 года. Очень упорно. Его отмахивали, он снова сдавал экзамены, там что-то подавал в суды и так далее. Это был большой скандал. Его в результате посадили на 10 лет. Это урок наперед для тех, которые будут вот так скажем, стремиться попасть вот в эту обойму и действительно от народа, от партии какой-то, пусть даже не зарегистрированной, будут пытаться вот все-таки выходить. А это мы ожидаем, и должно было бы так. И вот вам пример. На 10 лет сядешь, если будешь, как говорят, лезть поперек
Как там говорят? Ну, цель этих политических точных репрессий именно в этом и заключается, чтобы людей не допускать во власть, отсекать. То же самое Марат Жыланбаев, Думан Мухаммедкарим тоже выдвигались, и вот просто имея народную поддержку, сейчас назидание для всех остальных их содержат там в местах И вы знаете, вот в каком-то смысле этот механизм срабатывает в нашем обществе. Вот Макс сел на 5 лет. Это была такая очень сильная драматургия, я помню, драматическая ситуация. Весь народ тогда, вот я во всяком случае, все социальные сети прям были очень сильно. Это же было на волне вот этих земельных митингов. Все, Батыр наш казахский, все, Макс Дегендей. Так это вдохновило там людей. А в результате жик, и через какое-то время все погасло. Я приезжаю на суд к вам, там вообще никого нет. Ни на улице, ни внутри. Просто раз это перегорело. Вот наши люди, вот как, понимаете, на политику смотрят как на зрелище, как на какую-то игрушку. Поиграли, проиграли, поиграли и забыли. Вот что вот тоже еще опасно, как говорится. Да? Вот поэтому мы не можем дать гарантию ни одному свободному народному кандидату, что мы защитим его. Альтаева не смогли защитить, посадили. Этого Жыланбаева посадили. Ну, сейчас мы, конечно, какие-то проводим там пресс-конференции и все такое прочее. Вот этого института защиты наших лидеров не существует в Казахстане. Чья вина? Ну, что мы будем говорить? На власть? Ну, вот, к сожалению, естественно, в то же время история на выход найдет. То, что предопределено именно касаемо крушения существующего авторитарного режима, оно неизбежно состоится. Как Хорошо. Тем не менее, вот, жизнь продолжается. Я так считаю, что не так у нас все это печально. Вот, шансы не равны нулю. Я вот как-то даже сидя на зоне, по-моему, году в 18-17 там кому-то писал, кто-то опубликовал даже, мне потом приносили это в тюрьму, распечатанные, что шансы не нулевые на демократические изменения. Вот. Ну, и мы увидели, что все-таки, пускай на полметра, но Назарбаева оттащили от президентского кресла. Вот, знаете, это вот чья все-таки заслуга? Токаева, в смысле власти самой, это благодаря как бы вот борьбе внутриэлитной произошло, что скинули Назарбаева, и вся семья их разлетелась? Или это все-таки заслуга народа? Конечно, народа. Исключительно. Конечно, исключительно. Да? Это народ просто как эту пиявку, которая сосет кровь, просто нашли в себе силы, и так, как говорится, организм ослабленный. Я вспоминаю, в 2021 году, в декабре месяце, вот я как-то оказался в кругу атровских бизнесменов, там разного уровня, и вот они боялись назвать имя Карима Масимова, они его вот таким образом, вот так показывали, усы, да? Вот один из них там тоже там был под этим преследованием этого самого агентства, Финпол, то, что называют, да. И вот они все были запуганы вот Финполом, там, полицией, тому дай, этому дай. И вот они, там, это, конечно, там, немножко шутливо, но вот они его имя не называли, вот таким образом, проведя там над верхней губой, показывали ушли, то есть КНБ, это Масимов и так далее. Через 2 месяца Каримов сидел в тюрьме. Через 2 месяца после декабря. Уже... Да. Вот никто не верил, не то, что там Назарбаев уйдет, никто не верил, что даже этот Масимов даже сядет, уйдет куда-то, там, в небытие политическое, тем более так быстро. Поэтому я считаю, что шансы не равны нулю. Да, вот, тем не менее, действительно, мне приходилось читать в социальных сетях комментарии узбеков. Вот они говорят, казахи все-таки при жизни Назарбаева показали, да, при жизни. Вот мы, говорят, при жизни Каримову не смогли показать. Да. За Андижан он так и не ответил. Думаю, в лицо никто не сказал за Андижан. Вот, пожалуйста, да, вот что в Таджикистане творится, про Туркменистан я вообще молчу. Поэтому я знаете... Все-таки мы надеемся, что наш народ... Не знаю, я, может, от того, что в Атрау вырос, когда говорят, казах момын халық, да, я вообще, какой момын халық, да, это вот я знаю, что в Атрау что творят, не только в Атрау, казахи что творили у меня на глазах, да, какой момын халық, да, это, я говорю, да, это просто другой разговор, что не захотели еще по-настоящему. Да. По-настоящему еще не захотели. Значит, идет процесс. Да, процесс идет, да. Только... Вот мы захотели, вот кто здесь сидит, мы захотели, что-то изменить. Что-то у нас получилось. Вот, несмотря на все преследования, у вас есть
возможность... Судили, судили, били, в общем, мы все прошли. Свои мысли мы высказываем открыто. Да. И пусть это продолжается. Я Да. тоже вот сейчас вы напомнили, я вспомнила, что мы когда с Маржан Аспандияровой тоже сидели, как его называют, Спецприемники. спецприемники, да, после митинга. И вот там, значит, когда нас уже там, ну, в общем, понятно, там прокуроры приходили за нами, там все наблюдали и так далее. И когда мы уже выходили, я помню, сказала этому надзирателю одному, говорю, вот придет время, когда вот на наше место придет Дарига Назарбаева сядет. Да, я помню, да, я помню. Да. Они с Это же- таким ужасом на нас смотрели. Конечно, это реально не исполнилось, но фактически это исполнилось. Да. Действительно, где семья сейчас, да, Да. которая, казалось, будет вечна, она будет передаваться из поколения в поколение. Действительно, мы почти с этим смирились. И потом бабах, вот этот взрыв. И абсолютная история как бы обновилась. Вот, наверное, наш путь таков. Да, Да. тернистый, Тернистый, но- тернистый, Но все-таки он трудный, не безнадежный. зигзагообразный. Да. Но- Ну что ж, ребята, спасибо большое за то, что вы сегодня пришли к нам. Мы, по-моему, поговорили настолько, насколько, так скажем, откровенно, честно смогли. Вот, и ответили на те вопросы, которые нас волнуют. Я думаю, что интересуют наших тоже зрителей. Спасибо нашим гостям, что искренне отвечали на наши вопросы. А мы все сегодня ночью и завтра будем с большой надеждой ждать новостей с далекой Аляски, где пройдет встреча двух лидеров США и России, Трампа и Путина, где должен быть, наконец, развязан украинский узел и остановлена эта проклятая война. Ельмедиа тоже следит за этим важным процессом. Мы собираем сейчас информацию, будем собирать еще об итогах встречи на Аляске и мнения авторитетных экспертов о результатах переговоров и о перспективах, главное, того, как далее пойдет вектор мировой геополитики и каким образом он может повлиять на наши казахстанские интересы. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, пожалуйста, на Ельмедиа и на наш казахский канал Ельдаусы. Оставляйте, пожалуйста, свои лайки. Мы не просим у вас донатов, и просим и надеемся на ваш зрительский интерес. Всего вам доброго, до свидания, аман сау, болыңыздар.